Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы этого выпуска. В столице республики прошло чествование добровольцев, тушивших лесные пожары этим летом. Досрочное голосование началось в некоторых районах республики. Подходит к концу смена отдыха детей из Якутии в Международном образовательном центре «Нартек». Ребята делятся своими впечатлениями. Начнем с эпидобстановки. На 11 сентября выявлен 161 новый случай коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 94 случая, Алданский район 9 случаев, Мирнинский 7, в Вилюйском и Мегино-Кангаласском районах по 6 случаев заболевания. В Амгинском 5, в Таттинском 4 случая. Еще в 14 районах выявлено от 1 до 3 случаев заболевания COVID-19. В честь 389-летия со дня основания города Якутска состоялось чествование огнеборцев-добровольцев, которые приняли участие в ликвидации лесных пожаров на территории городского округа город Якутск. На территории округа в этом году было зарегистрировано 11 природных пожаров. Около 150 добровольцев и волонтеров были награждены грамотами и благодарственными письмами. Мы вместе, вся республика в этом году приняла вызов. Вызов, который еще не был по своим масштабам, по своим последствиям. Но тем не менее мы сегодня имеем этот прекрасный день, имеем возможность выразить благодарность, к сожалению, не всем, кто принимали участие. Сегодня я в лице вас, кого мы чтим, кому мы выражаем благодарность, хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие, кто сегодня не может быть здесь с нами. Спасибо вам за то, что вы были рядом, за то, что смогли внести свой вклад в этой битве за тайгу. Для жителей села Хариалах Оленёкского района состоялось долгожданное радостное событие – открытие современного каменного здания школы-сада. Объект был построен на средства дивидендов компании «Алроса» и республиканской инвестиционной программы. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава республики Айсен Николаев и гендиректор компании «Алроса» Сергей Иванов. Подробнее в материале Ульяны Шагиной. Рады, что у нас новый детский сад. Для жителей отдаленного арктического села событие поистине долгожданное. Жители Хариалаха активно ставили вопрос строительства новой школы еще с окончания прошлого столетия. Старую двухэтажную деревянную школу снесли еще в 2015-м. Построенная в 70-х годах, она давно изжила все свои ресурсы. Я вот учился в той школе, во второй класс я пошел. А так наш наслед была... та школа была 8-летняя, потом 10-летняя средняя школа стала. Нынче мы очень благодарны нашему правительству, нашему руководству района, «Алроса» компании за помощь при строительстве новой школы-сад. Новое здание школы-сада рассчитано на 120 и 75 мест соответственно. В школе есть кабинет технологий для девочек и мальчиков, спортивные конференц-залы, зона для шахмат и библиотека. На территории школы-сада оборудованы детская и спортивная площадки. При этом в каждом уголке здания чувствуется уникальный национальный колорит. Специально дизайнеров нанимали, Айтал, под руководством Туяр Николаевны. У нас все, как вы видите, по нашей тематике, по северной тематике идет. Сегодня в районе новые школы появились в селах Эик, Желенда. Теперь очередь дошла и до Хариалаха. По словам главы республики Айсена Николаева, такие возможности сегодня должны иметь все дети региона, вне зависимости от места проживания, в городе или в сельской территории. Они должны иметь условия для получения образования одинаковые. И, конечно же, укрепление материально-технической базы, строительство новых школ, новых детских садов, оно очень важно. Я очень рад, что сегодня в Оленёкском Хариалахе, на слеге Кирбяй, построено такое замечательное красивое здание школы-сада по всем современным требованиям.
Новая школа стоимостью почти в 600 миллионов рублей построена на средства республиканской инвестиционной программы и дивидендов компании «Алроса». Сотрудничество компании с районом, по словам генерального директора Сергея Иванова, является примером социальной ответственности и ведения правильной промышленной и экономической деятельности на территории района. Я очень рад, что за счет, в том числе, тех средств, которые компания отчисляет району в виде дивидендов, налогов, социального договора о социально-экономическом развитии, появляются такие прекрасные объекты. Мы и впредь будем помогать, инвестировать в образование, здравоохранение района, в развитие инфраструктуры, развитие экологии. И огромное здесь вам спасибо. И, конечно, дети – это наше будущее. И замечательно, что такие объекты у нас каждый год открываются. После торжественной церемонии открытия почетные гости совместно со школьниками приняли участие в посадке саженцев на территории школы. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Оленёкский район. Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в труднодоступных местностях Якутии. На кадрах, снятых в пятницу, члены участковых избирательных комиссий добираются до оленеводческих стад Устьянского района на вертолете, чтобы живущие там люди смогли отдать свой голос. Сообщается, что в настоящее время голосование прошло в оленеводческих общинах Хаир, Амалой и Таба-Яна. Председатель территориальной избирательной комиссии Устьянского района Шагилди Исмаилов рассказал, что с начала досрочного голосования 29 августа было собрано 138 голосов. По данным Центра избиркома Якутии, на сегодняшний день 31 820 избирателей проголосовали досрочно. Из них 25 321 человек в труднодоступных или отдаленных местностях. В Устьянском улусе с 29 августа начались голосования в труднодоступных местностях. На сегодняшний день был охвачен оленеводы, золотари, промышленники. И всего было проголосовано 138 голосов. В этом участвует много участковых комиссий. И труднодоступное голосование идет по наземным путем. И все участки уже находятся в этих местностях, и люди голосуют: оленеводы, рыбаки, метеоработники, промышленники. По оперативной сводке Министерства сельского хозяйства Якутии в республике скошено 361 894 гектара. Заготовлено 356 612 тонн сена, что составляет 78% от плана. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. Также заготовлено 15 446 тонн силоса, что составляет 57% от плана. Сенажа 6006 тонн, что составляет 41% от плана. План по заготовке сена на 100% выполнили Вилюйские и Кобяйские улусы. А вот наибольшее отставание от плана наблюдается в Тампонском, там 48%, и Усть-Алданском, там 63%. Михаил Никифоров отметил, что заключены предварительные договоры намерений о приобретении сена из Амурской области в объеме 15 135 тонн, Магаданской области 1050 тонн и Забайкальского края 4350 тонн. Переместимся в Ленск. Там появится новый асфальт в микрорайоне Северный. Главный проспект микрорайона и 2 кольцевых развязки для маршрутных автобусов будут наконец-то отремонтированы. За работой дорожников следила Анна Кожевникова. Трещит по швам и рассыпается почти на крошки. Дорожники приступили к снятию старого асфальта на проспекте Строителей в микрорайоне Северный. Наблюдающие за этой картиной жители рады грядущим событиям ремонта основной улицы. Конечно, хорошо, что делают дорогу. Я за. Все люди за на Северном. Давно ждали, наверное. Конечно, давно ждали, да. Простые люди, так все за. Сейчас подрядная организация общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» демонтирует старый асфальт. Затем будет произведена отсыпка под будущее дорожное полотно. Оно будет идти на уровне дворов, чтобы вода не стекала с улицы к жилым домам. Этим вопросом озадачились жители. Давно пора это делать, дорогу. Потому что когда здесь строительство шло, здесь же много карьеров, ездили тяжелые машины, и вот они всю дорогу, как говорится, выбили. За 20 лет давно уже пора делать. Не только эту улицу, и по Спасской, и по Омской, везде у нас.
Согласно проекту, заасфальтируют проспект и 2 кольцевых развязки для маршрутных автобусов в начале и конце улицы. Но, скорее всего, это уже произойдет на следующий год, так как погодные условия неблагоприятны для укладки асфальта. А контракт был заключен в поздние сроки. У нас такие нюансы, там у нас 1400 тонн асфальтно-бетонной смеси заложено. Но мы будем просить о переносе сроков, потому что сейчас там минусовые погодные условия будут, минусовые, да? И как бы в минус асфальт мы ложить не собираемся. И будем администрации писать письмо о переносе сроков на следующий год. Самая проблемная дорога в микрорайоне будет приведена в порядок. Уже следующим летом жители микрорайона Северный будут передвигаться по новому асфальту. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Что касается отопительного сезона, в Нерюнгри тепло дадут с 13 сентября. В связи с нестабильной температурой наружного воздуха для обеспечения требований, установленных к температурному режиму, в жилых помещениях и объектах социального назначения Нерюнгринская районная администрация постановила предприятиям приступить к запуску тепла с 13 сентября. Далее об этом подробнее. Запуск тепла коснется всех предприятий, независимо от форм собственности, имеющим на балансе котельные и другие источники теплоснабжения. По объектам производственного назначения, торговли, гаражно-строительным кооперативам, имеющим задолженность по оплате за тепловую энергию, приступят к запуску тепла после ее погашения. Постановлением районной администрации рекомендовано главам поселений, которые имеют децентрализованные источники теплоснабжения, своими нормативными актами, принять решение о запуске одновременно с постановлением районной администрации, с датой, которая определена постановлением. Как только будет подан теплоноситель во внутриквартальные сети, Управление городского хозяйства будет контролировать работу управляющих компаний и ТЦЖ по своевременному запуску тепла в многоквартирные дома. На сегодняшний день уже можно твердо сказать, что город готов к запуску тепла. Все 331 дом в городе, который у нас существует, и каменные застройки, и деревянные застройки, все они получили паспорта готовности, акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Проведена большая работа, ремонтная. Мы, в принципе, все завершили. В течение отопительного сезона будет осуществляться постоянный контроль соблюдения Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, поселковыми котельными согласованного режима теплоснабжения, а также контроль за работой внутридомовых систем отопления жилфонда, объектов бюджетной сферы. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Подходит к концу смена отдыха детей из Якутии в Международном образовательном центре «Артек». 56 детей из населенных пунктов республики, пострадавших от лесных пожаров, стали частью большой 1,5-миллионной семьи артековцев. Ребята посетили музей космоса во дворце Сууксу, учатся в легендарной артековской школе и посещают кружки дополнительного образования. Их здесь более 60. Ребята из Якутии принимают участие в творческих и спортивных событиях, развивают новые навыки, покоряют аюдак и заводят новых друзей. Связь с родными дети поддерживают через вожатых и онлайн-трансляцию, куда всем родителям предоставлен общий доступ. Отметим, что по поручению президента Владимира Путина и Министерства просвещения России Артек принял детей из Республики Якутии, где действует режим чрезвычайной ситуации. 26 августа к нам прилетело 56 человек и детей из Якутии. Зачислены они в детский лагерь «Речной». Пребывать они будут 21 день в смену. Осваивают программу смены, которая называется «Морская феерия Артека», и также программу лагеря. Отлично отдыхаю. Очень хороший лагерь. Здесь очень хорошо кормят. Здесь очень большая территория. Здесь, море есть. И в школу ходим. Я очень хорошо отдохнул от этого пожара. Я теперь понял, что я буду везде участвовать, пытаться везде занять места первые. Для чего, чтобы сюда прилететь. К этому часу пока все новости. О развитии ситуации мы расскажем в наших следующих выпусках. Не переключайтесь.